Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. Прямо сейчас, в это самое мгновение, что мужчина думает о вас, его мысли о вас. Загадайте, пожалуйста, на своего мужчину, представьте, назовите по имени и задайте свой вопрос. Так и скажите: милый, любимый, родной, что думаешь обо мне прямо сейчас? Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Как мило, как мило. Вы загадали на абсолютно влюбленного мужчину. Этот мужчина летает в облаках. И да, он думает о вас, думает о том, что он счастлив, о том, что любит вас и сердцем, и душой. Знаете, вот как дельфинчик какой-то. Дельфинчик, да, ошалелый, он на волнах прыгает туда, вверх-вниз, от счастья с ума сходит. И еще я вижу, что он буквально то ли с кем-то закончил разговор, вот с кем-то говорил и делился своими эмоциями. И такой: Господи, я такой влюбленный, я такой счастливый, там прям тараторил. Хвастался, да, хвастался, что ему очень-очень хорошо. Любит, он вас любит. Знаете, я еще такую вещь скажу. Он мало того, что любит, у него еще такие мысли, вот как о вас позаботиться, как вам доказать и показать свою любовь. Да, такое вот прям желание доказать и показать любовь, показать свою заботу, показать, что вы в нем не ошиблись, что вы выбрали правильного мужчину. Ну, то есть я буду о ней заботиться, я буду ее оберегать, я буду ее защищать, я буду исполнять ее мечты и желания. Я ей не словами, но действиями и покажу и докажу, что я ее достоин. Да? А то мало ли вы там на кого-то другого обратите внимание. Он, кстати, мужчина ревнивый, какой-то, знаете, как молодой бычок. Ревнивый и еще такой прям немножко собственник. Да? То, что я люблю, я защищаю, я берегу. И знаете, такие еще мысли у него были о том, что вдруг вас кто-то захочет обидеть, а вот его нет рядом. Да? И он такой: ну как так? Ну надо как-то решить этот вопрос, да, что-то нужно придумать, какую-то там, не знаю, кнопку, да, горячую красную кнопку, чтобы мы всегда были на связи, чтобы я в любой момент мог вмешаться, защитить мою любимую женщину, да, какие-то такие у него мысли были. Тут даже не сама ревность, сколько желание вас защитить от этого ужасного мира, да, потому что много людей, которые могут захотеть вас обидеть, либо просто обидеть, даже не задумываясь, там, оскорбить, задеть, обмануть, да, вот хочется вас защитить от всего и вся. Ну, понятно, что как в клетку посадить, дома закрыть, это не вариант. Но вот он об этом думал, и ему грустно становилось, но в то же время он вспоминал, что он счастлив, да, что он любит, и вы вроде как любите его. Ну, либо дали ему, там, не знаю, зеленый свет, может, вы пообщались недавно, и вы ответили взаимностью, да, на его какие-то предложения, либо какие-то притязания, да, в плане там отношений, любви. Ходит и светится. Но и есть страхи. Страх, вот, что вас обидят, кто-то начнет вас обижать, а он не рядом, а вдруг что-то плохое случится, а что делать? То есть вроде все хорошо, да, но видно, такой мужчина, он не может принимать хорошую картинку, ему все время нужно искать какие-то трудности. А может, вы ему говорили, да, что есть какие-то проблемы, что к вам кто-то цепляется, либо там какие-то мошенники пытаются вам взломать телефон. Давайте еще посмотрим. Ох, все время клевер идет. Ой, и сам прям, вы видели, выполз из колоды. Слушайте, ну и любит, и страстью дышит, и вы его самая любимая, драгоценная, прекрасная, очаровательная.
желанная женщина. Еще, кстати, он восхищается не только вашей красотой, но и умственными способностями, интеллектом вашим. У карты змея не всегда плохое значение. Да? Змеи, они мудрые. Вообще змея — это королева жезлов. Не жезлов, а треф. Да? Королева треф. Очень умная, независимая, яркая женщина. Поражаете своим интеллектом. Он такой: боже, мне так повезло. Да? Не только умная, но и красивая. И любить умеет, и сердце большое, и душа нараспашку. Да вы что, на 7 небе от счастья. Думает еще о каком-то подарке для вас. Какой-то подарок хочет вам подарить. Удивить вас, возможно, этим подарком. Либо закрепить то, что между вами происходит, каким-то подарком. Давайте еще глянем, что там у него. Ух, неужели о детях мужчина? О семье думает. Слушайте, хорошие мысли. Очень хорошие. Поговорить о семье, либо предложить семью съехаться, быть вместе, одним домом жить. А у кого-то еще могут отыграться моменты, что, допустим, он знает, что у его родственников, такой, скажем так, нетерпимый характер. Может быть, мама такая немножко с бзиком. И он такой: да мне все равно, я люблю, я откажусь от вся и все, но только буду с моей любимой женщиной. Может быть, да, может такое, может разные там культуры, национальности, вероисповедания. Он такой: да все равно, все равно. Главное, чтобы быть с любимой и быть семьей. У кого-то еще отыграется, что ребенка от вас очень хочет, причем хочет девочку. Наверное, чтобы на вас было абсолютно похоже, да, чтобы у него было 2 красоточки рядом. Говорит: мне все равно, кто будет против, и я буду бороться, потому что я люблю, и я все сделаю. Еще думает про деньги, потому что денег нужно заработать, чтобы решить какие-то проблемы, чтобы у вас комфортно все было. Может, вы ему сказали, что вам какая-то денежная сумма нужна, и он такой: о, это проблема, ее нужно устранить, и для любимой денежку принести, да, заработать, где-то найти. Опять клевер, что будешь делать, а? 1 клевер, как ни крути. Так, есть у вашего мужчины тайна. Возможно, это тайна его прошлых семейных отношений, либо каких-то любовных отношений. Да? Была какая-то женщина в его жизни, которая просто разорвала его жизнь в клочья. И после этой женщины он был закрыт. Он ни с кем не хотел отношений, он вообще боялся отношений. И думал, что он так навсегда один и останется. Но потом он встретил вас, и у него прям, знаете, кипит вот это желание быть с вами одной семьей. То есть вы женщина не только как любовь, страсть, да, для любви, для страсти, но и для семейной жизни. То есть благодаря вам он вернул себе прежние ощущения, прежние мысли, мечты и желания о крепкой семье, о стабильности, о доме. Как знаете, не все потеряно, да, счастье есть, и мне оно откроется. Хороший расклад, хорошая отсыпка, очень положительная энергетика такая идет, умиротворяющая. Знаете, прям такой сладкий привкус и ощущение блаженства на душе у мужчины. Я говорю, на 7 небе от счастья, что вы есть в его жизни, что он вас встретил, что вы вместе, что вы как-то взаимно отвечаете на его чувства. И он такой: боже, я самый-самый счастливый человек в мире. Ему сейчас очень хочется кричать, хочется подбегать к каждому встречному поперечному человеку, кричать в уши, что он влюблен, что любит вас, и что он очень сильно счастлив. Потрясающая энергетика. Потрясающая, да. Какие-то еще часы мужчина показывает. Может, вы часики себе хотите? И он такой: надо купить, надо подарить. Почему-то про часы идет речь. А может, он считает эти часы до встречи с вами. И он такой: так, все, осталось там полчаса, остался час, и мне нужно собираться, мне нужно привести себя в порядок, ехать на встречу, ехать на свидание. Ну, а если хочет вам подарить, девочки купят самые дорогие. Даже если денег не хватит, он там может в долги залезть, лишь бы
вас, любимочку, порадовать, да, хорошими, дорогими часиками. Кстати, вот опять же про безопасность, да, вот я вам говорила, он очень переживает за вашу безопасность, потому что он такой думает, ну вот типа куплю ей такие там умные часы, и в случае чего она сможет меня быстренько там, не знаю, набрать, да, вызвать меня. А может быть, это часы умные, но с прослушкой, чтобы всегда знать, что с вами происходит, где вы находитесь. Да, тут мужчина с фантазией может и так поступить. Девушки, у кого есть дети, у кого уже есть дети от другого мужчины. Вот этот загаданный, он тоже думает про ваших детей, и он готов их полюбить, воспитывать, но он очень сильно боится, что он не понравится вашим детям. Очень сильно боится. Для него это такой стресс. Не потому, что он не любит детей, а потому, что он боится, что конкретно вашим детям он не понравится, да, и что ваши дети скажут, что нет, мама, нам не нужен такой папа, типа мы не хотим. Вот у него такой момент, как решить, да, как это все будет, думает об этом, да, думает. Но если с детьми все хорошо будет, да, если дети у вас не будут бастовать против этого мужчины, он станет им хорошим отцом, даже не просто отцом, настоящим другом-отцом. У ваших детей, наверное, есть отец, да, им не нужен второй, им нужен настоящий друг, тот, кто будет поддержкой, опорой, кто будет их понимать, да, такой человек, и он им станет. У него есть такие задатки. Кстати, еще вы должны знать про какую-то женщину, которая с вашей стороны этому мужчине пыталась про вас гадости говорить. Ну, намекала там, либо открыто говорила, но он ей не поверил. И он, мало того, что не поверил, так он еще не знает, как ему поступить. Ему не хочется вам об этом говорить, чтобы вас не расстраивать. Но с другой стороны, он понимает, что эта женщина, хоть она и с вашей стороны, но она вам совершенно не друг, не подруга, да, и может даже какие-то гадости вам делать. Да, может, из-за этого он тоже про вашу безопасность думает. Ну, какой-то триггер был, да. Может, он и новости посмотрел, как там все плохо и страшно. И вот хочется, чтобы вы в безопасности были, чтобы с вами ничего плохого не произошло. То есть для него это как-то прям очень сверхважно, да, защитить, уберечь. Потому что если вдруг с вами что-то случится, он же этого не переживет. Это, знаете, как его вина, да, что он сильный мужчина, не смог уберечь свою любимую женщину. А еще, девочки, вот если у мужчины какие-то вредные привычки есть, ну, там, курит, например, либо, ну, любит расслабиться с друзьями, с алкоголем, то он думает, что нужно, конечно, это все убирать из своей жизни, потому что вам это точно не понравится. А вдруг вы плохо про него подумаете, а вдруг вы, ну, скажете, что нет, не хочу, не буду, ты там куришь, ты там пьешь. И он такой, так, надо что-то решать, идти кодироваться, либо какие-то там пластыри на себя клеить, да, чтобы, ну, вот, не тянуло на эти вредные привычки. Вы знаете, ради вас он даже готов полностью поменять свой образ жизни. Полностью, да, и похудеть, и помолодеть, здоровее стать, да, отказаться от того, что стало его привычкой, либо любимым делом. То есть такой, он говорит, на все пойду, вот лишь бы она была со мной, лишь бы она от меня не отказалась. В принципе, ну, тьфу-тьфу, дай Боже, да, пусть делает, конечно. А вы, девочки, тоже там не отказывайтесь. Если мужчина говорит, что я ради тебя брошу курить, пусть бросает. Не надо говорить, что ой, нет, не стоит. Да? Пусть бросает. Это и для него хорошо, и для вас. Если мужчина пытается поменять свой образ жизни, наоборот, скажите, что это здорово, что вам это очень нравится, что вам это приятно. Помогайте ему в этом. Помогайте. Вообще вы не просто так встретились. И я думаю, что вы об этом знаете, да, что не просто так вы встретились. Видите? Судьба свела две линии жизни в одну. Свела. Кольцо, видите? Он о кольце думал. Может, это кольцо просто как кольцо-подарок, либо это кольцо как предложение вам делать. Да? Уже об этом думает, о кольце, о крыше думает, о доме думает.
куда вас привести, где с вами жить, где счастье с вами найти. Да, мысли у него потрясающие. Тут давно такого не видела, чтобы такие влюбленные мужчины приходили и с такими мыслями классными. Вы его звездочка, вы его богиня. Почему-то еще идет, чтобы вы его к жизни, да, вернули. Ну, скорее всего, да, из-за этой прошлой его истории. А может быть, вы ему еще какие-то советы давали, да, наставления, заставили, либо помогли поверить в себя. Да много чего тут показано. И все, знаете, вот с придыханием, с восторгом, с восхищением. Ну да, влюбленный мужчина, он на все способен. И мысли у него тут и путаются, и распрямляются, и все вот как розовые мысли, да. Влюблен, очень сильно влюблен. Он ходит, девочки, и улыбается такой загадочной улыбкой. И люди, которые его знают, смотрят на него и думают: Господи, что с тобой случилось? Ты такой классный стал, ты такой милый, да? На полном позитиве мужчина сейчас живет, и все это благодаря вам, мои хорошие. Он вас точно любит. Думаю, что это взаимно. Ну, либо все к тому идет, что это будет взаимно. Мои хорошие, берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.